Форум народного единства выдвинул 7 кандидатов в депутаты. Именно они будут участвовать в предстоящих парламентских выборах от партии. Валерий Кварча по Баславскому избирательному округу номер 23, Аполлон Гургулия по Кутульскому избирательному округу номер 30, Тайфун Ардзамба по Ткварчальскому первому избирательному округу номер 33, Илья Гуня по Дранскому избирательному округу номер 26, Кан Кварча по Ткварчальскому второму избирательному округу номер 34, Ахра Абухба по Маякскому номер 8 и Тимур Гулия Гагарскому городскому избирательному округу номер 12. Мы исходили из тех соображений, что как партия власти мы не должны доминировать на политическом поле. Есть новые партии, есть новые политики, близкие нам по духу, и, соответственно, им необходимо дать дорогу не на словах, а на деле. Поэтому выдвигать своих кандидатов по всем округам считаем излишним и неоправданным. Новые лица в политике есть большой позитив, тем более, что в основном это молодые люди. Список кандидатов был утвержден единогласно. Голосование проходило открыто. Затем был заслушан доклад об общественно-политической ситуации в стране. Говорилось и о задачах ФНИА в связи с выборами в парламент. Участниками съезда была отмечена положительная динамика в социально-экономическом развитии страны. За прошедший период доля собственных доходов в госбюджете увеличилась на 66% или более чем на 2 миллиарда рублей. Поэтапно реализуется инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сделаны первые реальные шаги по кредитованию малого бизнеса. Реализуется программа кредитования среднего и крупного предпринимательства на сумму 1,2 миллиарда рублей, по которой уже финансируются проекты на сумму более 800 миллионов рублей. Весь процесс отбора проектов, как положено, как и должно быть, абсолютно прозрачен. Реализуется инвестиционная программа социально-экономического развития. Это ремонт дорог, энергосистем, жилые дома, производится замены лифтов, ремонт водопроводов. В отличие от прошлых годов, когда строительные подряды распределялись по таким понятным лишь узкому кругу лиц, сейчас каждый гражданин Республики Абхазия при желании может спокойно ознакомиться, кто и почему и как получил какие подряды. Вместе с тем, как было отмечено на съезде, в стране сохраняется острота и сложность криминогенной обстановки. По словам заместителя председателя ФНИА Аслана Барцис, вызывает тревогу попытка отдельных сил вернуть в политическую жизнь страны экс-президента Александра Анкваб. В данном контексте нельзя не упомянуть документ, подписанный между властью и оппозицией, который послужил серьезным шагом к примирению и соглашению сторон. Без преувеличения можно сказать, что страна вздохнула с облегчением. Тут на самом деле со всех сторон была проявлена добрая воля. Хотя справедливости ради нужно отметить, что нашлись и те, кто не принял данное соглашение. И добавить к этому еще хотел бы то, что остановиться на той кампании, которую развернули некоторые оппозиционные силы по возвращению экс-президента Анкваб в политику. Кстати, эту кампанию разворачивают те, кто не принял этот компромисс. И поэтому хочется обратиться к вам и сказать, давайте еще раз вспомним, что послужило толчком к майским событиям. Анкваб, будучи главой государства, приступил опасную черту. В обход действующего законодательства способствовал организации массовой паспортизации восточных регионов республики, являющимися по факту обладателями грузинского гражданства. Соответственно, по части территории республики нависла реальная угроза утраты суверенитета. Несмотря на определенную сложность предвыборной ситуации, партия «Форум народного единства» выразила надежду, что выборы в парламент пройдут в рамках действующего законодательства. Рената Шакай, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение.